Это вечерние новости в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Без серьезных жалоб и нарушений в ЦИК Якутии подвели итоги муниципальных выборов. Жители республики выбрали 3 глав районов. Подробности в этом выпуске. 19-е пленарное заседание Илтумена прошло в дистанционном формате. Какие вопросы рассмотрели? Более 100 семей переселят с территорий крайнего севера Якутии. Кого именно коснутся изменения? Голосование за кандидатов в муниципальных выборах Якутии прошло без серьезных жалоб и нарушений. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. Избирательные участки завершили работу накануне в 20:00 по якутскому времени. Всего в республике прошло 228 избирательных кампаний. Досрочно свой голос отдали 12 тысяч избирателей. На выборах главы Сунтарского района победу одержал Анатолий Григорьев. За него проголосовали почти 87% избирателей. Кроме того, в наслегах Аллага, Хоро, Крестя, Кокуно, Элимнир, Тибайжар, Ханмар, Кölь, Величан, Кюкей избраны главы муниципальных образований. В день выборов никаких жалоб от избирателей не поступало. Все прошло, скажем так, законно, и выборы состоялись. Действующий глава Амгинского района Николай Архипов переизбран на выборах. Также жители 7 наслегов Амгинского района выбрали глав муниципального образования. Всего в районе было открыто 17 избирательных участков. Благодарю всех жителей Амгинского улуса, которые пришли и заявили свое конституционное право. И у нас впереди планов очень много по всем направлениям, чтобы жить в районе, в улусе было благоприятно. Главой Хангаласского района избран Олег Иринеев. За него проголосовали более 5700 человек. Это почти 56% от общего количества голосов. Также в 10 поселениях района выбрали глав и местных депутатов. Подробнее об итогах выборов в Хангаласском районе расскажет Виолетта Засимова. Новоизбранный глава района Олег Иринеев обошел своего ближайшего оппонента, самовыдвиженца Наталью Борисову, на 3113 голосов. Свое доверие ей высказали 25,67% проголосовавших. Третьим по количеству голосов стал общественник Александр Ариносов. Свой голос в его пользу отдали 701 человек. Это 6,82% от общего количества проголосовавших. Голосовала за Олега Валерьевича. И верю ему, что он оправдает наше доверие. Я пожелала в новом главе, чтобы все процветало, дальше все вперед шли. Побольше детсады были, детские. Кроме того, в 9 муниципальных образованиях выбирали глав. Так, в районном центре городе Покровске уверенную победу одержал действующий глава Петр Гермогенов. В поселке Махсагаллох вновь переизбрали главу Александра Пермякова. В селе Улахан вырвался вперед Егор Исаков. В первом жемконском наслеге большинством голосов выиграл Дмитрий Варламов. В южной стороне нашего улуса, это село Булгуняктах, тут изъявили желание 3 кандидата. Из них выиграла самовыдвиженка Айталина Ивановна Васильева. Село Улаханан. Здесь выставили свои кандидатуры 5 кандидатов. И здесь выиграл Алексеев Александр Степанович. Село Каталжура. И здесь выставили свою кандидатуру 3 кандидата. Среди них победу одержал от политической партии «Единая Россия» Осипов Николай Петрович. Село Тумул. Здесь было 2 кандидата. Здесь выиграла кандидат от «Единой России» Лукина Сахаяна Васильевна. И у нас в самом дальнем наслеге село Исид. Здесь выставили свои кандидатуры 3 кандидата. И победу одержал действующий глава, выдвинутый от политической партии «Единая Россия» Максимов Михаил Федотович.
Помимо этого, в 10 муниципальных образованиях избрали местных депутатов. Стоит отметить, что Хангаласский улус показал среднюю явку на прошедших выборах. Свой гражданский долг выполнили 44,77% избирателей. Активнее всего голосовали избиратели следующих поселений: Улахан, Улаханан и Исид. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. По итогам выборов в Якутскую городскую думу по Центральному одномандатному избирательному округу победу одержала главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера Лена Афанасьева. За нее проголосовали около 1200 избирателей. Кандидат представляла партию «Единая Россия». Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу в прошедшем избирательном цикле. И эта победа свидетельствует о большом доверии главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву, главе президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и той политике, которая проводится правящей партией большинства. Результаты выборов свидетельствуют о том, что та работа единороссов нашей республики, которая проведена во время пандемии в трудной жизненной ситуации, вызвала живой отклик жителей республики. Теперь к последним данным оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом еще 69 человек заболели COVID-19. 33 случая выявили в Якутске, в Мегино-Кангаласском районе 10, в Алданском 9, в Татинском 7, по 3 случая в Верхневилюйском и Ленском районах, по 2 в Хангаласском и Чурапчинском. Все ближайшие контакты заболевших выявлены и изолированы. Заместитель руководителя регионального оперштаба Якутии Ольга Балапкина прокомментировала ситуацию в селе Аргахтах Среднеколымского района. На настоящий момент никакой ковидной угрозы в селе Аргахтах нет, то есть совершенно спокойно. Люди могут продолжать свой нормальный ритм жизни, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также Ольга Балапкина прокомментировала ситуацию в республиканском перинатальном центре. Перинатальный центр построен таким образом, что в нем есть современная инфекционная палата, которая позволяет отделять здоровых мамочек от больных. Сегодня у нас нет никаких осложнений, связанных с мамочками, которые, являются беременными и, соответственно, с их ребятишками. Поэтому всех, кто родились в последнее время, конечно же, с рождением детей, и им только здоровье. Ну а если ковид немного, отсрачивает, что мамочка приедет домой чуть-чуть попозже, сегодня такая ситуация, и, в общем-то, это вирус, с которым нам нужно привыкать жить. Сегодня состоялось 19-е пленарное заседание Государственного собрания Илтумен в дистанционном формате. Парламентарии рассмотрели 11 вопросов. В ходе пленарного заседания внесены изменения в законы о выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований, о методике распределения субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Якутии отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, также о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Якутии. Увеличивается доступность и привлекательность государственных гарантий. То есть наказание за нарушение немножко уменьшается и так далее. Получается более доступные государственные гарантии и привлекательные. То есть можно было из государственных давать государственные гарантии, чтобы предприятия в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, при пандемии ковида, как раз это абсолютно необходимый инструмент. Более 100 семей переселят с территории крайнего севера Якутии в этом году. Вступило в силу постановление правительства страны, согласно которому россияне, покидающие территории крайнего севера, не успевшие приобрести жилье, смогут сделать это в ближайшие 2 года. Изменения касаются северян, населенные пункты которых закрываются по решениям региональных властей. Они смогут получить сертификаты на квартиры. Для этого им нужно подать заявление региональным властям до 1 декабря следующего года и обратиться в банк в течение 3 месяцев с момента принятия положительного решения.
Власти региона планируют упростить критерии выдачи ипотечных продуктов под индивидуальное жилищное строительство. Этот вопрос сегодня обсудил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков с представителями банковской сферы и курирующими министерствами и ведомствами. По информации Министерства строительства Якутии Павла Кладчанова, Якутия в числе лидеров по выдаче кредитов на Дальнем Востоке. На сегодня выдано более 12 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Также министр отметил, что в этом году наблюдается снижение выдачи ипотечного продукта под жилищное строительство на 8%. В связи с этим у властей стоит вопрос о поддержке банков и населения выдачи этого вида кредитования. И здесь очень важно, чтобы вот те проекты, которые мы сейчас видим, как разрабатываются, да, чтобы типовые проекты фондировались банками по ипотеке в ускоренном порядке. Да? То есть это какие-то проекты, которые мы сейчас вот называем такими эталонными, мы их просматриваем, они все проходят через экспертизу, они все проходят через наш стройкомплекс, вот, соответствующее качество этих проектов должно быть обеспечено, чтобы банки могли с легкостью выдавать под них средства, не рискуя выдачи там под какие-то отдельные проекты, не связанные, и рисковать вводом этих домов частных. Поэтому здесь мы хотим, конечно, эту процедуру немножко вот таких коробочных, стандартных, быстрых решений предоставить, для того, чтобы банкам было легко и просто с этим работать. Ну и, соответственно, скорость выдачи ипотечных займов на индивидуальное жилищное строительство у нас бы увеличилась. Российские школьники напишут итоговые контрольные по программе прошлого года. Они пройдут для учащихся 5-9 классов с 14 сентября по 12 октября. Школы сами составят график проведения контрольных в рамках этого периода. Для 5-8 классов проверочные работы обязательны. В 9 классах ВПР проводятся в режиме апробации по решению учебного заведения. Для каждой школы варианты контрольных будут индивидуальными. Ознакомиться с историей Якутска теперь можно с помощью аудиогида. В столице презентовали экскурсионный маршрут по городским легендам. Подробности у Дмитрия Тымырова. Дорогие жители и гости Якутска! Сегодня у вас есть возможность познакомиться с городом еще ближе и узнать его истории и тайны. Начнем прогулку у Якутской телебашни, которая является самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте. Автором проекта является компания МТС. Они совместно со своими партнерами решили запустить данный проект на территории региона. Перед запуском проделали большую работу, в которой активное участие приняли и жители столицы. Они в течение 2 месяцев отправляли им свои истории и легенды. Мы очень рады. На самом деле, тем, кто откликнулся на нашу просьбу, самые интересные истории, там, небылицы какие-то, да, слухи, вот мы объединили, выбрали наиболее интересные и смогли вот объединить именно в нашем сервисе. На старте проекта пока выбрано 10 городских легенд. Все они прошли проверку и тщательный отбор. На меня вышла компания Surprise Me, то есть из Санкт-Петербурга. Ну и предложили перепроверить те городские легенды и добавить ее официальной правильной исторической информации, именно вот эти объекты. Здесь самое главное, не попросили именно те точки, да, определиться, чтобы они были удобны для посещения именно в течение 1,5 часа, допустим. А данный маршрут, который вот, можете теперь скачать, он, собственно, есть уже, он работает на протяжении 4 лет. Но они работали исключительно при присутствии гида. Теперь вот есть прекрасная возможность уже ту правильную информацию уже получить, уже используя аудиогид. Готовый маршрут проходит по центру Якутска, продолжительность которого составляет 45 минут 1 час. Сюда вошли 10 достопримечательностей. Это Восточная надвратная башня, библиотека имени Пушкина, Кружала и другие достопримечательности. В будущем, как отметили представители городской администрации, сюда могут попасть и новые локации, которые сегодня появляются на территории столицы. Конечно же, мы хотим, чтобы вновь появляющиеся точки, они все время появлялись и развивались в этой программе.
программе, и каждый житель, каждый гость мог самостоятельно изучать их посредством аудиогида. Пройти данный маршрут может любой желающий. Главное не забыть наушники и мобильный телефон со скачанным приложением Surprise Me или послушать на платформе аудиопутеводителей Easy Travel. Как говорят авторы проекта, это отличный вариант для тех, кто любит легкие прогулки. Не просто так ходить по городу, заодно и послушать городские легенды. Мобильное приложение сегодня доступно для всех пользователей на базе Android и iOS. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. На этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.